война с китайцами началась, да, в конце у нас 17 века, то не так китайцев много апостолов, Лазин, например, был, да, у нас Нерчинский был, и такая вот определенная база сохранения была, как и Индус. Поэтому определили строить крепость на случае китайского разрыва. Крепость действительно была довольно небольшой, то есть она у нас была где-то 10 метров, то есть у нее 200. Ага. То есть 200 метров примерно она у нас была в длину и в ширину. И крепость так построили, Иркутск начал расти у нас постепенно, но тоже были вопросы у местной знати, нужно было полностью, скажем так, свои отношения с Москвой задокументировать. Поэтому у нас были делегации к царю, конечно, с прекрасными подарками в виде пушнины большого количества и прочее. И после этого их уже, скажем так, знатность определенная была закреплена на бумаге. То есть у нас, по сути говоря, из этого, скажем так, местная знать, она хорошо сохранилась вплоть до уже, вплоть до гражданской войны. И их потом до сих пор сейчас остаются в большом количестве. Если говорить, конечно, у нас при Алексее Михайловиче, если говорить о Алексее, да, конечно, Федор Алексеевич, Софья Алексеевна, она была, считается, кровопролитная. И если говорить о войну, вот как раз устроили, но уже под самый конец правления Софьи Алексеевны, в сентябре 1989 года заключили уже у нас Нерчинский мирный договор, и уже, по сути говоря, определили границы Китая и России. Но самое удивительное в этом плане, что у нас Приморский край, Хабаровский край почти есть, и Амурская область у нас оказались, по сути говоря, нечистыми, то есть малозаселенными. И вот, насколько я знаю, из той информации, которую я читал, да, даже на момент уже начала второй половины 19 века в Приморском крае пару десятков деревень китайских было, недалеко от озера Ханка. Да, там какие-то очень маленькие деревни были. То есть это, по сути говоря, они осваивали фронтир. Но, думаю, вам это гораздо, скажем так, виднее. Вот хотел еще вашего мнения узнать насчет всего этого. Да что, была ли ДЗК китайская? Нет, там вообще китайцы были или нет? Просто она китайская. Она Языки же были официально, официально нет, да? Ходили на промысел. Ходили на промысел, да? Они до нас дошли, у нас тоже были, реки Алдан, да? Они у нас тоже в свое время. Да, и они, по сути говоря, у нас были речными пиратами. Так они это занимали вообще Приморье? Да, и народу все место занимали рабство. Но это не официальная власть. да, большой границы. Вот еще во время правления Петра Первого, какие же открытия у нас правительства через Америку? Надо отправить, во-первых, Камчатскую экспедицию. Но самое такое необычное в этой ситуации, то, что у нас Семен Брежнев был, 48 году, 1648, то отправил свой доклад уже в Якутский остров, он затерялся в архивах, и его... И этот догадок его не отправили в Москву. Соответственно, в принципе, Петр Первый мог бы даже не проект, из-за этого первый Камчатскую, если бы знал бы, что уже есть пролив между Россией, вообще Азией и Америкой. То есть, в принципе, уже это было открыто, но как не пошел. Кстати, какое разочарование Беринга, когда он пошел. Первый Камчатский. Видео нашел, когда был в экспедиции, он ушел из записи. А он был участником уже Камчатской. Да, он был участником Камчатской. После Беринга была. Уже пошел, но не Все-таки очень жаль Беринга, что он был вызовы. И вот соответственно, он, насколько я помню, из-за того, что якорь, то есть там и из-за этого он сломался, сломался, якорь ушел на дно, и корабль разбила просто.
Камчатка лежат и Невельского. Тихоокеанского флота и часть Болгарии. Ну вот еще это же не Камчатка была, это Командорские острова были, а все-таки на островах фауна, она не такая богатая, и там же люди от цинги умирали. Они и до этого были. И еще до этого умирали. Вот у нас же бедный как раз от цинги умер. Медицинская экспертиза показала, что он сердечный достаточно сердечный. Своей болезнью. Долгое время считалось, что он тоже от цинги. Потом, когда в 92 году его изгумировали, отправили в Центральное бюро судебно-медицинской экспертизы, когда восстановили его портрет, то сделали тест, показал, что у него не было цинги. Просто был уже, ему было 60 лет, он был уже очень пожилым человеком. Ну, видимо, И у него было 15 лет в Сибири. осложнение, видимо. Конечно, он просто у него сердце уже не выдержало, и, видимо, у него была патология какая-то. Ну, просто нездоровый. Посадил сердце. Ну это да. Так что... Ну вот и вообще в дальнейшем, да, Камчатский честь. В принципе, у нас хоть оставался маленьким городом, он в любом случае был большой. Путь, не так много было населенных пунктов, путь был долгий на север. И вообще, если говорить, то какая у нас была вообще проблема? Ну, конечно, это отсутствие образования. Образование было довольно-таки слабым, потому что политических ссылок еще в таком количестве нам не отправляли. Как бы это иронично не звучало, ну, при Екатерине. Если говорить о дальнейшем, такие были ситуации, да, особенно ближе к 19 суды были, то есть исправки у нас работали, сложно работали, потому что и та, и сторона были довольно влиятельны. И до конца, кстати, этот вопрос у нас вплоть до 1917 года не был решен. То есть, например, в 1905 году, да, у нас был основан в конце 1905 года у нас был Василий Никифорович Кузьминёв, он у нас был представитель, скажем так, старой якутской интеллигенции, который вырос благодаря очень политическим ученым, они были людьми образованными, чтобы зачастую они вели также образовательную деятельность разного рода. И что Якутия на самом деле после манифеста 17 и хотели своего представителя из Якутии, потому что как бы Якутская область есть, она уже была объединена у нас от Якутской губернии, и в связи с этим, ну, с другой стороны, мне просто нужен был представитель, и еще нужно было обмен, например, некоторых старых кодекей. Законов кодекей, которые уже на тот момент были абсолютно не актуальны. Например, как сбор языка с помощью, слова зверя, было мало чисто языке. Но, к сожалению, Зеленура потом посадили, потом отпустили, если он пообещал, что не будет. Последний русский император Николай II. Он восходит на престол без ограничения и всеобщем ликовании. Но во время народных гуляний по случаю коронации на Ходынском поле в давке гибнет 1400 человек. Эту страшную трагедию тут же использовали организаторы демонстраций. Так начинается Первая мировая война. В Якутии кто было? Было сильное влияние американцев и британцев, потому что они владели у нас добывающей промышленностью. Ленскими приисками владели, большое количество отсюда вывозили у нас золото, серебра, других. И только в 18 году
наверное, следующий зал на пройдете. выросли в Там 7 раз. Бурно развивается промышленное производство, сельское хозяйство, народное просвещение. Грамотность городского населения превышает 70%. Но именно самая образованная часть общества, студенчество и интеллигенция все настойчивее призывают к совершению власти. Несмотря на очевидные успехи в развитии страны, среди наиболее обеспеченных слоев российского общества растет недовольство существующей властью. Сергей уже... Здравствуйте, а можно, вот мы сейчас находимся в прямом эфире, это одна из главных фишек парка «Моя история», да? Пару слов, да, одновременно для наших зрителей, которые сейчас смотрят, и для, так сказать, телепрограммы «Точка взаимодействия». Вот все-таки всех заинтересовало, было подписано соглашение, но один вопрос был у всех. Почему? Почему подписано соглашение? Да, вы же можете как бы... Соглашение – это абсолютно деловой документ в данном случае, это неформальный, поэтому вопрос, почему он не совсем правильный, скорее зачем, какая целесообразность у этого документа. И если отвечать на вопрос «зачем», то все довольно очевидно. Для того, чтобы сотрудничество между главным, ну или, можно сказать, флагманским музеем Дальневосточного федерального округа, музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева и самым большим субъектом и нашего округа, и вообще, наверное, всей России, Республики Саха, не было формальным, а перешло уже в абсолютно деловую плоскость, получило определенный график, систему действий для того, чтобы иметь возможность в обе стороны, как для жителей Приморского края, где находится музей истории Дальнего Востока, так и для жителей Саха-Якутии, производить совместную деятельность, рассказывающую об особой роли Дальнего Востока и тех регионов, которые в него входят, тех народов, которые здесь жили и живут в истории нашей огромной многонациональной страны. Сейчас Дальневосточный федеральный округ у нас самый большой по площади в Российской Федерации. Здесь 11 субъектов находятся, занимающих огромную территорию, но молодость этих субъектов в составе Российской Федерации плюс удаленность от основного места проживания большей части населения нашей страны, я имею в виду западную часть, да, или европейскую, как ее еще называют, расстояние между большими городами здесь, все это обуславливает то, что не только мы друг о друге мало что знаем, а нас мало что знают там. Россия живет в целом, житель, так скажем, в России живет стереотипами о Дальнем Востоке, какими-то очень смутными образами, если они вообще присутствуют, набором шаблонов. И наша задача на музеев и всех, кто работает с символическим ресурсом, сформировать нормальный, внятный рассказ, формирующий целостный, положительный образ этой земли как незаменимой, абсолютно естественной в составе страны, для того, чтобы та земля, где живет больше 120 миллионов россиян, этот рассказ слышала, удивлялась, влюблялась, приезжала, может быть, оставалась, но все-таки начинала считать, даже не так, начинала не только знать, а чувствовать огромность нашей страны, разность, разнообразие, которое таит в себе наша страна, и этнографическая, и культурная. Все это, на наш взгляд, может сделать нашу страну только сильнее, жизнь людей, которые здесь живут, только интереснее. И сегодня вот вы прошли, да, вот по парку «Моя история», да, я увидел некоторую глаза горят у вас, и глаза горят у сотрудников парка. Оказывается, есть даже точка соприкосновения в истории, правильно? Я вот так понял. Ну, а почему им не быть? Во-первых, это наша общая история. Нет истории России для Приморья, истории России для Саха-Якутии. Есть история России в данном случае. Музеи или исторические парки, которые не так давно появились у нас вообще как отдельный жанр в России, это ретрансляторы этой истории. И, насколько я помню, концепция исторических парков, она построена таким образом, чтобы давать общую рамку,
необходимую для понимания всем, и региональную специфику, которая разнится в зависимости от того региона, в котором исторический парк находится. И в данном случае нет ничего удивительного в том, что сотрудники Государственного музея, которые там 130 лет, имеют общие темы для разговора с сотрудниками исторического парка, которому, может быть, всего несколько лет. В данном случае не имеет значения, кто сколько и как давно работает, важна общая тема, а уже какими-то знаниями, ракурсами, приемами мы можем поделиться друг с другом в рамках работы той же Ассоциации музеев Дальнего Востока, которая создана как главная профессиональная площадка для обмена профессиональным опытом и как основная коммуникативная площадка для всех, кто занимается музейным делом или историческим просвещением здесь, на Дальнем Востоке. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Вот небольшой. Мы заканчиваем трансляцию. С вами был музей Дальнего Востока имени Арсеньева, которому уже 100 лет.